защитника Отечества. Сегодня у нас очень знаменательная и важная встреча. Я, как говорится, приехала в тот район, где очень долгое время жила и работала в первой школе. И говорят наши взрослые люди, что если хочешь светлый путь получить, нужно получить Акбата. И это дают стены твоего дома. Поэтому мне очень важно было приехать сюда, в Аламедин-1. Вот тут Ауэзова я знаю. Я жила в городке строителей, дом 5. Это был мой дом. И здесь в первой школе я работала замдиректором школы. Я думаю, что наша встреча сегодня не первая. Мы к вам очень часто приезжаем. Эту площадку мы любим. Здесь мы получаем очень хорошую поддержку от жителей микрорайона Аламедин, от многих свердловчан. Я понимаю, что сегодня праздник, многие хотели действительно дома посидеть, но я уверена, что нас слышат, а громкий учительский голос Карамушкиной невозможно не услышать. Поэтому все, кто меня слышит, я хочу обратиться к вам. Сейчас вы знаете, что именно по Свердловскому району и по Первомайскому у нас будут перевыборы. К сожалению, два района почему-то проголосовали больше всех против всех. И выборы в двух районах не состоялись. Но я думаю, что, к счастью, что не состоялись выборы в Свердловском районе, потому что сегодня я имею право к вам прийти и снова обратиться к вам за помощью и за поддержкой. Вы знаете, что в ноябре 2021 года партия социал-демократы здесь, на этой площадке, мы также обращались к вам поддержать нашу партию, поддержать имидж экс-президента Алмаза Атамбаева. Мы говорили о наших победах как партии. Мы говорили о том, что мы сделали для страны, потому что это парламентские выборы. Но сегодня вы знаете, что все уже в курсе, что, к сожалению, когда социал-демократы набирали обороты, очень много было поддержки со всех регионов Кыргызстана. Почему-то произошел в нашей стране сбой техники. Это просто позор. В век цифровизации, когда никто нигде не отключал свет, во время выборов в парламент сделать технический сбой. Настолько это получилось цинично, хамски по отношению к вам, к избирателям, которые действительно поверили, шли на участки, отдавали свои голоса. Я знаю, что очень многие запутались в бюллетене, потому что эти квадратики никто не объяснял, что каждый квадратик – это человек, который имеет свой номер. И даже моя мама, хотя я ей объясняла, она человек пожилой, она сказала: я не нашла твою фамилию, я не проголосовала. Понимаете, насколько запутано было все, и все сделано так, что все наши результаты аннулировались, как партии социал-демократов, и мы вообще были выброшены. Не получили ни одно место в Джугурку-Кинеш. Вы знаете, что сегодня парламент нового созыва и нового формата. У нас с вами сегодня президентская республика. Очень многие, я знаю, не голосовали за вот эти изменения в Конституцию. Потому что для нас, для Кыргызстана, не только в Средней Азии, для всего мирового сообщества мы были передовые. И все говорили, что в Средней Азии только Кыргызстан прорвался, стали парламентской республикой, когда мы были парламентской республикой. Потому что это было, да, при Алмазе Атамбаеве. И именно тогда вы получили возможность в онлайн-режиме смотреть заседания парламента в среду и четверг. По программе «Пирамида». Вы можете включать в среду, четверг, и вы, кому делать нечего, конечно, можете смотреть каждого депутата, сканировать каждого депутата, как он выступает, что он требует, какие он ставит задачи перед правительством, перед президентом. И я хочу сказать, что во время парламентского режима
Мы, депутаты, имели право даже президента пригласить на заседание, потому что он занимал высшую государственную должность. Но он не хан и не царь. Он занимает государственную должность, получает бюджетную зарплату. И в рамках закона и Конституции, и о президенте, он также подчиняется закону. Поэтому тогда парламент мог пригласить президента и спросить его также по очень многим злободневным, актуальным вопросам. Сегодня, кто внимательно смотрит новости, вы, наверное, видели, что совсем недавно наш вот уже новый президент заявил депутатам: хватит вызывать министров. И хотите узнать, идите сами к министрам, буквально на прием записывайтесь, депутаты. Да, и вот понимаете, я не помню, чтобы когда-то вот так унизили законодательную ветвь страны. Спасибо. Я никогда не видела, чтобы вот так унизили законодательную ветвь страны. Потому что депутаты, они не только имеют право инициировать законы, писать законы, вносить изменения в закон. Вторая главная задача депутатов – это проверить, контролировать, как исполняется закон. Как исполняются законы об органах национальной безопасности. Значит, можно и ГКНБ проверить. И я проверяла с Исмаилом Исаковым. Впервые тогда Бусурманкул Беркутович был председателем ГКНБ. Он старый боевой такой закалки, председатель ГКНБ, который очень четко знал политическую культуру любого чекиста. И тогда Бусурманкул Беркутович мне сказал: Ирина, никогда в жизни не было, чтобы депутаты могли проверять ГКНБ. Посмотрите, какая прозрачность. Мы требовали этой прозрачности для вас, для народа. Были везде, при каждом министерстве созданы наблюдательные советы, чтобы они проверяли и контролировали деятельность министерств. Были созданы в том же КГНБ телефоны доверия. Если вы заметили коррупцию там в здравоохранении, в школе, в МВД, вы могли звонить и докладывать, и тогда ваши бы факты проверили. То есть мы требовали прозрачности, доступности власти для народа. И вот тогда депутаты действительно были вашими проводниками. Сегодня, посмотрите, вы уже видите, как работает парламент. Уже практически месяц парламент работает. Я вот иногда читаю социальные сети, и я вижу, что очень многие инициативы новых депутатов вызывают смех у народа. Вызывают какой-то скептический, говорят, что за депутаты опять пришли. Очень много проблем. Нужно поднимать резонансные вопросы. Да, они неудобные, многие вопросы нелицеприятные. Но депутат, вы даете мандату доверия, вы понимаете? Вы даете депутату вот этот в руки мандат не для того, чтобы он свой бизнес открывал, или на таможне ему там дали добро, или еще что-то. Это дает право доверия народа выступать от имени народа. Это очень значимый документ. Я всегда дорожила вот тем же значком депутата и мандат, потому что с этим мандатом я заходила в тюрьмы, я ходила в СИЗО, я ездила в ГСИН, в любое министерство, он давал право мне войти в любое помещение без разрешения начальства и оказать какую-то помощь тому человеку, кто ко мне обратился. Поэтому, уважаемые избиратели, сегодня, почему я так долго рассказываю о парламентаризме? К сожалению, мы вернулись назад. Мы стали снова президентской республикой. Теперь депутатов просят вот самим ходить на прием к министрам. Но это, я думаю, временно. В парламенте нужны депутаты, которые будут громко, ясно, четко, смело заявлять, что сегодня нужно народу. Требовать решения вопросов не только экономических, в образовательной, в культурной системе, но и политических. И вот такие депутаты сегодня архиважны для нашего государства. Я понимаю, что все кандидаты молодцы. У нас в Свердловском районе 25 кандидатов, по-моему, идет. Каждый в одиночке молодец. Хороший человек, чего-то достиг.
У него появилась уверенность и решительность в том, что он может стать депутатом народным, что он имеет право. Это хорошо. Только президент Кыргызстана сидит 3 года, как будто он самый коррумпированный из коррумпированных, бандит из бандитов. Они, вот понимаете, они подумали, что таким образом они могут унизить его. Но вы же видите, что поддержка идет народа все больше и больше. Вот куда мы не приедем. Не только по Свердловскому району, вот сейчас выборы в Свердловском районе. Парламентские выборы, мы выезжали в регионы. Вот в Джунгале мы были. В Джунгале на скотском рынке подбегают люди, хватают, дергают и спрашивают: Карамушкина, мы тебя и так знаем, мы только по телевизору видели, наконец-то ты пришла к нам, да? А как Алмазбек Атамбаев? Когда Атамбаева выпустят? Когда Атамбаева выпустят? Ну что это такое? Вот действительно, вы просто подумайте, как стыдно. Почему в Кыргызстане у нас действительно президентов то гоняют, то посадят, то у нас есть тот, который сдал народ. До сих пор еще идут суды по кайташским событиям, хотя сам президент, экс-президент, живет себе прекрасно в резиденции. Хотя должен быть БМ. Лидируют. Я вот по себе смотрю, там, ладно, вот одного мужчину, моего бывшего коллегу, как бы я не беру во внимание, хотя он хорошо работает со своей командой. Сейчас идут 2 женщины, буквально лидируют. Но вы очень часто говорите, там только деньги. Там только деньги нужны. Побеждают те, кто больше денег даст. Или нам говорят, деньги не дадите, мы не придем навстречу. Или нам говорят, деньги не дадите, тогда мы тоже вас не будем. Понимаете? Вот сейчас, а потом вы говорите, кого там набрали? Кто там сидит? Ну, сами же, понимаете, вы даете вот эту властную структуру, отдаете людям, которые пришли за деньги. При этом даже мои коллеги говорят: Ира, я взяла 2000, чтобы купить сыну ботасы. Хорошо, ладно, я понимаю, так вот до такого состояния, к сожалению, мои коллеги, учителя, врачи, пенсионеры, 2000 сомов для них деньги, купить там что-то. Но завтра, через неделю, как жить? Ну, через неделю вы потом требуете 5 лет от этих депутатов что-то. Да ничего они не будут менять, потому что за эти деньги, которые вам раздали, они эти деньги потом только будут отбивать и отрабатывать. Эти деньги, они ваши идеи, принципы и ваши все обращения. Поэтому принципиально, вот сейчас от вас зависит от Свердловского района, от Аламедина-1, от городка строителей, от домов улицы Ауэзова. От вас очень много здесь жителей. В основном все прописанные, мало квартирантов. Вот от вас очень сильно зависит. Кто сейчас победит? Деньги или принципы? Вот деньги или принципы? Кто победит? Вот я потом посмотрю, как жить дальше будем. Как она говорила, такие просто у меня даже слезы пошли. Молодец. Молодец. Дорогие друзья, когда голосуют, раньше привыкли, кто-то даст 1000 туда-сюда, или вот это, да, такое не надо. Надо страну поднимать, страну нашу, Кыргызстан. Я вырос и живу здесь. Голосовать надо за таких людей. У меня все. Негизи кыргыз эл биз оом экенбиз да. Ким биринчи сүйлөсө, ким кооз сүйлөп койсо, ак менен караны ажырата албай ошол жака ооп кете берет экенбиз балам. Анан ошон үчүн мына 30 жылдан бери мына өнүк албай атабыз, өсө албай атабыз. Кыргызстан эли жери. Анан мен сени телевидениядан көрүп жүрөм, аябай жакшы сүйлөсүң. Атамбай эмне деген, мына Атамбай 6 жыл башкарды мамлекетте. 6 жылдын ичинде биз бейпил жашадык. Муну мен кошуналарыма да айтып калам, кеп болуп калганда балдарыма да айтып калам. Атамбаевди карапайым эл сыйлайт, сыйлаган менен биздин колубузда эчтеке жок, бийлик жок да, байлык жок да. Биз эмне кылабыз? Айтып эле кала беребиз да балам. Анан бейпил жашадык Атамбаевдин маалында. Кичине өнүгүү болду, өсүү болду. Мына андан кийин дагы президент келди, эмне сазга батырып бизди хиппике киргизе жаздабадыбы? Мына андан кийин президентибизди деле көрүп атабыз. Мен өзүм көлдүкмүн.
Анан ал Садыр Жапаров деле көлдүк, мен эч качан мен көлдүк, чүйлүк типи дебейм. Кыргызстан элине деген иштеп бере турган инсан керек. Чыныгы өзүнүн дитин коюп, ошол балам. Эми бул Карамушкинаны жакшы билебиз. Мен баягы кары картан катары бул аябай авторитет мындай өзү биздин чоңдорго, бийликтерге караганда честный иштеген аял. Эми биз көптү көрдүк, бекер 70ке чыккан жокпуз да, иним балам. Ошол эми бул кызга эми ак жол, ийгилик. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, алыс жакындан келген бир туугандар. Ушу эжекебизди колдоп коелу, батабызды берип коелу. Бата менен эл көгөргөн, жамгыр менен жер көгөргөн, жаз келатат, жерде көгөрсүн. Эжекебиз да көгөрсүн, парламентте көрөлү буйруса, ишиңиз ак жол, ишиңизге ийгилик, Кудай Таалам жеңилдик берсин. Жакшылап бата берип коелу эл журт. Амин. Кабыл болсун, амин.